В Малом зале резиденции прошла встреча главы Республики Узбека Евкорова с руководителем итальянской компании «Фенка» Александром Патенди, где также присутствовали представители компании Александр Бахурин, участники проекта Северокавказского округа Игорь Матиенко, Сергей Коченков, Владимир Грачев, вице-премьер правительства Ингушетии Ахмед Цыроев, министр сельского хозяйства республики Руслан Костоев. В начале встречи Александр Патенди ознакомил главу Ингушетии с работой итальянской компании «Фенка», зарекомендовавшей себя на протяжении 28 лет на мировом рынке производителей. Основная деятельность промышленной корпорации «Фенка» – это изготовление и монтаж оборудования следующего типа: линии по переработке фруктов и овощей, по производству мороженого и переработке молока, сухофруктов, производство асептической упаковки и испарителей. Наша компания реализовала свыше 300 технологических линий по всему миру, в том числе в России. Мы установили оборудование в Северной Осетии и в Чечне, сказал руководитель итальянской компании. Завод будет представлять собой современное производство с полным циклом, включающим выращивание томата, переработку и закатку в стеклянную тару. Я здесь сегодня, потому что меня спрашивали готовить один проект для Ингушетии, чтобы перерабатывать помидоры и фрукты. Но на этот проект мы можем дать вам технологию, оборудование для итальянского правительства. Можем дать вам наш опыт, тоже как консультант, и сделать проект для поля. Для выращивания. Технология выращивания. Мы можем сделать проект из семена до концентрата. Промышленная корпорация «Фенка» предлагает производство томатной пасты высококачественной экологической чистой технологии. Открытие завода позволит создать новые рабочие места и занять около 200 человек в овощеводстве, заявил Александр Патенди. Глава республики поддержал идею строительства завода на территории Ингушетии. Конечно, я согласен. Более того, дам все условия, которых не было в том числе и в Италии. То есть все условия дам. И зампредседатель правительства, и министр сельского хозяйства будет отвечать за проект. Что необходимо продумать? Мы строим газотурбинную станцию. Да, в направлении Карабалака. Будем в ближайшее время ее строить. А что такое газотурбинная станция? Это, конечно, теплицы. То есть мы, опять же, дадим возможность тем, кто будет инвестировать, инвесторам, на этой площадке, да, там земля Карабалаки, Кабазань, но мы дадим возможность именно там же построить и этим теплом пользоваться. Да? Вот тоже тема серьезная. То есть, опять же, будем подключать. Дальше вопросы связаны с гарантийным фондом. Территория этого завода не с нуля строить, да, хотя там, я так понимаю, по оборудованию там должно быть с нуля строить. Так или нет? Или можно использовать удобнее, конечно. Бывшие мощности? То есть можно и бывшие мощности, конечно. Не, я к чему говорю? Вот Назрани, если брать, Назрани, куда все будет стекаться, куда все, это завод Вилс, целая территория у нас стоит. Хотя, это, конечно, завод Вилс, это для других целей можно было бы. То есть продумайте, какие территории, консервный завод в Нестеровке, который бывший консервный завод в Нестеровке, другие направления, где мы можем использовать площадки. Тоже подумайте. Все, что мы берем на себя обязательства, мы это сделаем. Это будет на личном моем контроле, мы это все сделаем. Поэтому я только поддерживаю и буду рад поесть помидоров. Без консервантов. Без консервантов, да. Работы по возведению завода по переработке томатов, по словам главы, должны начаться уже в этом году. После его запуска продукция будет обеспечивать внутренний рынок Ингушетии. И кроме того, это хорошая возможность сбыта томатной пасты в другие субъекты страны. Пресс-служба главы Республики Ингушетия специально для программы «Вести Ингушетии».